80 лет назад, 22 июня 1941 года, для народов СССР началась Великая Отечественная война. Самая страшная кровопролитная война против фашистской Германии и ее союзников. В посольстве России в Абхазии состоялось памятное мероприятие, организованное представительством Россотрудничества совместно с посольством и музеем боевой славы имени Владислава Ардзенба. В начале мероприятия школьникам провели экскурсию по организованной здесь же фотовыставке Великой Отечественной войны. Рассказали о самых масштабных операциях в ходе войны. Это дата, которая разделила всю жизнь наших предков на до и после. До этого был мир, после этого была смерть и разрушение, принесенное оккупантом. К счастью, наши с вами отцы и деды выстояли в этой смертельной битве. Надеемся, что вы не забудете об этом подвиге. Поддержание и сохранение исторической памяти очень важно. В современном мире немало попыток исказить факты и переписать историю Великой Отечественной войны. Вот почему так важно патриотическое воспитание подрастающего поколения, отмечалось в ходе мероприятия. Ведь, как известно, народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Наши уроки мужества, вообще наша деятельность представительства Россотрудничества, связанная с поддержанием исторической памяти, предполагает встроенность в уже имеющиеся образовательные отношения, в уже имеющийся ваш образовательный процесс. В этом смысле ваша позиция, когда в ответ на наши призывы конкурса многие из вас занимаются исследованием такой живой истории своих предков, в частности, участвовавших в Великой Отечественной войне, изучением их наследия, их фотографий, их жизненного пути, это очень важный момент не только для, собственно, поддержания такой внутренней исторической памяти в рамках своей семьи, своего рода, но и способность приобретения новых компетенций, поиска информации, обработки информации, анализа информации, которая для каждого из вас послужит путеводной звездой и одним из оснований для дальнейшего вашего продвижения. В Абхазии сохранением исторической памяти о победе советского народа в Великой Отечественной войне занимаются немало организаций. Большое количество мероприятий этому делу посвящает и Государственный музей боевой славы имени Владислава Ардзенба. Заместитель директора музея Николай Медвенский рассказал школьникам подробности битвы за Кавказ, в частности, о вкладе Абхазии в Великую Победу. 14 августа 1942 года нога немецких горных егерей вступила на территорию Абхазии после того, как ими был взят штурмом Кухорский перевал. На протяжении нескольких месяцев, вплоть до фактически января 1943 года, на Кухорском, на Марусском, на Санчарском перевалах продолжались ожесточенные бои. Немцы пытались прорваться по побережью Черного моря, выйти к Сухуму, Гагре, Гудауте, на всех этих направлениях. Вместе с армейскими частями сражались и пограничные войска, истребительные батальоны Абхазии, города Сухум и Сухумского района, Гудаутский истребительный батальон. Все вместе они сначала остановили, а затем и отбросили врага назад к перевалам главного Кавказского хребта. В январе 1943 года немцы оттуда отступили, и война уже далее покатилась на запад от границ. Далее школьники прочли стихи, а затем им был показан документальный фильм «Пылающий рассвет» о подвиге и героизме советских пограничников, которые первыми приняли бой. В завершении памятного мероприятия состоялась акция «Мы вместе». Школьники вместе с учителями сделали бумажные кораблики, которые учащиеся Гечрибской средней школы пустят в реку Псол в память о страшных событиях прошлых лет и о подвиге советского народа. Алика Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.